Так, я, кажется, в эфире. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, приветствую всех, с вами снова я. Приветствую всех, с вами снова я. Орти Аслан на канале Реалити. Сегодня 20 августа 2021 года. Время 21:00 по Берлину и 22 по Джохару. Итак, всех приветствую, поехали. Сегодня будет очень такая познавательная тема, которая для меня самого была очень интересна, так как она очень запутана и очень мало такой прямой, понятной информации по этому поводу. И мне долго приходилось вникать, нужно было заинтересоваться этой темой, чтобы разобраться, потому что вот такой четкой раскладки по этому вопросу не наблюдал. Конечно же, не могу сказать, что я тоже все там детально и очень подробно все разобрал, но в общих чертах о тех событиях 30-летней давности я постараюсь сегодня рассказать. Ну и еще кое-что. Всех приветствую. Сегодня этот стрим я бы хотел начать с одной очень хорошей новости. Так как наш канал сообщает но чаще всего только хорошие новости, я вам сообщаю следующую новость. Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции против российских оперативников и организаций, связанных с отравлением Алексея Навального и программой химического оружия. Итак, сегодня управление, то есть 20 августа 2021 года, управление по контролю за иностранными активами финансов США и Государственный департамент США присоединились к Соединенному Королевству, то есть Великобритании, в введении дополнительных санкций в отношении России в ответ на спонсируемое государством отравление российского оппозиционера Алексея Навального, которое произошло в этом году, год назад. В частности, АФАК, то есть Министерство управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов, вмещая в перечень 9 российских физических лиц и 2 российские организации, причастные к отравлению Навального или российской программе химического оружия. Это третье использование дискреционных полномочий казначейства для реагирования на использование России новичка против своих собственных граждан. Кроме того, Государственный департамент США назначает 2 научные лаборатории Министерства обороны России, которые занимаются деятельностью по разработке российского потенциала химического оружия. Эти действия основаны на тех, которые были объявлены Соединенными Штатами в марте и соответствуют духу закона США о контроле над химическими и биологическими веществами и ликвидации боевых действий 1991 года. Перевод с английского на русский, поэтому может быть немножко звучать не по-русски. Сегодня в годовщину отравления Алексея Навального агентами российского правительства мы поддерживаем нашего союзника Соединенное Королевство, чтобы снова осудить использование Кремлем химического оружия для нападения на одного из самых известных лидеров российской оппозиции, сказал директор управления по контролю за иностранными активами Андрей Гацкий. Отравление Навального было шокирующим нарушением международных норм против применения химического оружия и было частью продолжающейся кампании по замалчиванию голосов инакомыслия в России. Отравление Навального ФСБ. Навальный был объектом слежки ФСБ в течение многих лет, в том числе посредством прослушки и скрытого видеонаблюдения. Правительство США оценивает, что сотрудники ФСБ России использовали нервно-паралитическое вещество «Новичок»,
чтобы отравить Навального, в результате чего он тяжело заболел 20 августа 2020 года, когда он возвращался в Москву после кампании в Томске и Новосибирске. Навальный заболел примерно через 30 минут после взлета, что вызвало экстренную аварийную посадку в Омске, где Навальный лечился сотрудниками местной больницы. Российские официальные лица продолжают отрицать существование какого-либо токсина в крови Навального, несмотря на анализ и многочисленных европейских лабораториях и официальный доклад Организации по запрещению химического оружия ОЗХО, в котором окончательно сделан вывод о том, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы агентов «Новичок», который только Россия разработала и использовала в качестве химического оружия. По сообщениям, в российской операции против Навального участвовало несколько человек, которые находились на месте как в Томске, так и в Омске, а также оперативники, координирующие ситуацию издалека. 8 человек, подвергающиеся нападению сегодня, участвовали в российской операции по убийству Навального. Эти люди сотрудничали, чтобы следить за Навальным перед нападением, ворваться в его гостиничный номер и применить химическое оружие к его личным вещам, и они пытались стереть любые доказательства своей операции после нападения. 9-й человек, Алексей Едов, является начальником службы ФСБ по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, также называемой второй службой ФСБ. Хоть и огласку, и такое внимание получило отравление Навального, мы все знаем, что огромное количество людей в России погибло от непонятной болезни. Такие люди, как Щекочихин, ну и много-много других людей, которые погибли. Также погибли наши партизаны, наши защитники нашего государства. Мы знаем об отравлении Докки Умарова, мы знаем неоднократные попытки отравления Шамиля Басаева. Мы знаем еще много-много наших партизан, наших защитников, которые были отравлены, погибли странным образом. И Навальный это не первый человек, но мы рады, что хотя бы на Навальном сейчас вот эта террористическая банда ФСБ попала в этот список, и это уже далеко идущие последствия для всех лиц, для всех фигурантов этого дела и в целом для этой террористической банды ФСБ. 2 марта действия департамента, я продолжаю читать, Министерство финансов, сайта Министерства финансов США. 2 марта 2021 года Министерство финансов ввело санкции против 7 российских правительственных чиновников за их причастность к отравлению Навального. Кроме того, в декабре 2018 года ОФАК также отреагировала на попытку Москвы в марте 2018 года на убийство бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля в Солсбери, Великобритания, в результате нападения, которое аналогичным образом использовало нервно-паралитическое вещество «Новичок». ОФАК ввело санкции против нескольких российских лиц, связанных с нападением на Скрипаля под несколькими властями, а также ввело запрет в соответствии с законом ОХБО. Итак, кто же попал у нас в этот список? Люди организации, перечисленные ниже, включены в перечень за действия в интересах или от имени прямо или косвенно СФС в соответствии с УА 13382, органа по борьбе с распространением. ФСБ ранее была включена в санкционный список казначейства в соответствии с УА 13694 от 20 декабря 2016 года. Раздел 224. Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций от 15 марта 2018 года. И последний раз Государственным департаментом 2 марта 2021 года в соответствии с УА 13382. Итак, Институт криминалистики ФСБ является подразделением ФСБ, первоначально основанным при КГБ,
как специализированная лаборатория. Сообщалось, что большинство лиц, причастных к нападению на Навального, работали в рамках или сотрудничали с членами этого подразделения ФСБ. Владимир Богданов является начальником специального технологического центра ФСБ, организации, которая курирует деятельность Института криминалистики ФСБ. По сообщениям Богданова, контактировал с лицами, причастными к отравлению Навального в преддверии и непосредственно после нападения. Станислав Макшаков, как сообщается, является сотрудником ФСБ и токсикологом, который часто общался и координировался с руководством ФСБ и лицами, причастными к отравлению Навального во время нападения. Константин Кудрявцев является сотрудником Института криминалистики ФСБ, который, как сообщается, был частью основной группы ФСБ, которая была причастна к отравлению Навального. Кудрявцев признался в своей причастности к операции по очистке после отравления Навального, а также участии, по крайней мере, в еще одной операции против Навального в 2017 году. Алексей Александров и Иван Осипов являются оперативниками Института криминалистики ФСБ, которые, как сообщается, являются двумя из главных исполнителей нападения на Навального. Следующий. Владимир Пеняев является оперативником ФСБ, который, как сообщалось, несколько раз преследовал Навального до отравления. Алексей Селенов является начальником службы ФСБ по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, также называемой второй службой ФСБ, организации, ответственной за управление внутриполитическими угрозами от имени Кремля. Сообщалось, что оперативники второй службы координировали свои действия с сотрудниками подразделений ФСБ, причастными к отравлению Навального. В соответствии с АУ 14.024, связанной с Россией, в перечень включены следующие физические и юридические лица. Государственный институт экспериментальной военной медицины ГНИИВМ, научно-исследовательская организация, специализирующая на безопасности и обороне, которая действует под высшим руководством Министерства обороны России. В ГИИВМ сотрудничает с 27 научными центрами и 33-м научно-исследовательским, 27-м научным центром и 33-м научно-исследовательским и испытательным институтом, организациями, ранее идентифицированными и обозначенными правительствами США для участия в деятельности по развитию потенциала химического оружия России. ГНИИВМ входят в санкционный список для работы и обороны и связанном с ним материальном секторе Российской Федерации. Артур Жиров или Жиров, бывший директор 27-го научного центра и эксперт по химическому оружию. Жиров включен в санкционный список за то, что он был должностным лицом Российской Федерации. Кирилл Васильев является директором Института криминалистики ФСБ. Васильев общался с заместителем директора Института криминалистики ФСБ Макшаковым в месяцы, предшествовавшие отравлению Навального. В частности, во время инцидента, который, как полагают, был предыдущей попыткой отравления Навального. Васильев назначен должностным лицом правительства Российской Федерации. Последствия санкций. В результате действий казначейства все имущество и имущественные интересы лиц, описанных выше, которые находятся в Соединенных Штатах или во владении, или под контролем граждан США, блокируются, должны быть сообщены ОФАК. Правило ОФАК, как правило, запрещает любые сделки американских лиц или сделки Соединенных Штатов, включая транзакции, проходящие транзитом через Соединенные Штаты, которые связаны с любым имуществом или интересами в собственности заблокированных или обозначенных лиц. Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно принадлежат индивидуально или в совокупности 50 и более процентов одному или несколькими заблокированными лицами, также блокируются. Вот такая вот хорошая новость. Это я отдельно тоже вырежу, потому что важно нам
знать имена, фамилии, чтобы это было в видеоформате, всегда мы могли найти при желании посмотреть фамилии, имена и обозначения вот этих разных организаций, террористических банд, которые потихонечку выявляются. Конечно же, мы бы хотели, чтобы они были немедленно арестованы, но есть процедуры, есть закон, и эти люди, попавшие в этот список, навсегда остаются в этом списке. И эти институты, которые, даже если лиц, им будут менять паспорта, прятать их, то эти институты и организации все равно остаются под санкциями. И никаких сделок, никаких транзакций эти организации уже проводить не смогут. А теперь перейдем к вашим приветствиям. Так. Казахстан без Назарбаева. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Аду Давлетук, ва алейкум ассалам. Ури, ва алейкум ассалам. Асамбек Тутай, ва алейкум ассалам. Шавега Машвовер. Казбек Жунусов, ва алейкум ассалам. Аллах, Казахстан. Приветствую. Адам Грузинский. Тоже тебя приветствую. У тебя несколько ников, Адам. Я так понимаю, ты то активный, то не очень. Так, Фриман антипутинист. Добрый вечер всем соратникам, борцам с империей зла. Добрый вечер. Ассаламу алейкум, Фриман. Машоль. Так, Саламашал, Дума Сарга Вежери, приветствую всех друзей, Лелер Саламашал, Гуличкерия Форева, Машволь, Ичкерия не Россия, Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, Ичкерия не Россия, Ичкерия XXX, Аслан, это очень хорошие новости. Да, брат, это очень хорошие новости. Дал Бухастам. Так, Асамбек, так, это не мне, неуловимый Джо, алейкум ассалам. Фриман антипутинист. Кремль является центром оси международного терроризма и, соответственно, не имеет права быть членом Совета Безопасности ООН. Да, он не имеет права им быть, но исключить практически невозможно. И я все-таки склоняюсь к тому, что нужно распустить, реорганизовать саму Организацию Объединенных Наций. Осетин Аслан, салам алейкум. Аслан, какое отношение имеет Константин Боровой к Дудаеву? Вроде до нанесения ракеты по Дудаеву Боровой с ним общался по рации последний раз. Ва алейкум ассалам. Да, это большой вопрос. К Дудаеву он был знаком, они общались. Он был демократом Боровой, Константин Боровой, Валерия Новодворская, ну и вот эти товарищи, которые еще с советских времен подвергались гонениям и так далее. И вот когда произошла вот эта революция, демократия, их была такая небольшая группа людей на самом деле, их не так уж и много. Об этом мы тоже сейчас будем говорить, про ГКЧП и так далее. Ну и с Джохаром они были знакомы. Я не знаю, причастен ли Боровой к гибели Джохара Дудаева. Я не думаю. Его могли просто прослушивать и просто нанести удар по биллингу, по телефону, по которому говорил Джохар. Как говорится, я не знаю. Так, шалом, куик, шалом, Аслан Лорс, ва алейкум салам, нохчо, нормально, ва алейкум салам, Хамзат Гила, ва алейкум салам, Массага, ва алейкум ассалам, хабиб. Так, Луквотч, НКВД и ЧК были созданы большевиками для введения террора, так что нынешние просто продолжают дело своих предшественников. Надо уничтожить эту организацию полностью, без права воссоздания под другим названием. Абсолютно верно, Луквотч. Именно это и ничего другого, ничего не сможет исправить ситуацию. Фриман антипутинизм. Россия должна быть изгнана из ООН, привлечена к Международному суду в Гааге за массовые военные преступления в Чечении, Грузии, Украине и Сирии, а также за международные теракты. Фриман антипутинизм. Так. Ичкерия не Россия. Ичкерия не Россия. Я тоже заметил, что Адам все время создает новые ники. Аслан, ник
Все, оба Адам грузинцы. На втором на авиафото Джохара. Ясно. Ну, скажем так, с Адамом Грузинским у меня раньше был диалог, мы с ним немножко пытались говорить, но я обещал Адаму Грузинскому не говорить о нем, и поэтому я должен держать свой, ну, кроме своего близкого круга, я о нем никому не сказал. Такой у нас с ним был договор. Поэтому я не буду о нем говорить, кто он, где он, что он делает на этом сайте. Но будьте начеку все всегда, Боже. Так, валейкум ассалам. Валейкум ассалам. Салам Мел Дельчарк. Бо Гамзар Гилаев. İçkere neresi ve nohçı цакиц душин сек амела юп магерт. Так, ладно, это дивцевой. Так, как долго мы будем заигрывать с русским Талибаном, говорит Греф Фанни. Самое интересное, Талибан это вообще цветочки. Исламское государство, так называемое исламское государство Ирака и Леванта, ИГИЛ, которое появилось недавно и творило эти ужасы, даже они цветочки по сравнению с ФСБ, ГРУ и так далее. Вот такая грязная, подлая организация. И даже не берем даже по техническому вооружению и вооружению, которое есть у фашистской террористической банды ФСБ, ГРУ и так далее, которое у них имеется. Они могут уничтожить весь мир своим вот этим ядерным, химическим, бактериологическим и другими там, своими видами оружия. Талибан это наоборот, если вы хотите оскорбить Талибан, называйте его ФСБ Талибан. Это самое грязное, что есть. При всем при том, что уровень Талибана это такое средневековье, где не разрешают девочкам учиться, где там, ну, много чего, которое мы слышали. И это первое, за что мне стыдно, так как я на самом деле очень хорошо отношусь к афганскому народу, к бедному, многострадальному афганскому народу. Но это ФСБшный вот этот, или талибанский ФСБ, или ФСБшный Талибан, они во 100 крат хуже всяких ИГИЛов, Талибанов и так далее. В мире нету ни одной организации более подлой, грязной и опасной, беспринципной, алчной и так далее. Все эпитеты в адрес отрицательные, в адрес ФСБ, они уместны. Итак, продолжим. Витаю вас, друзья, Максим. Витаю, Максим. Владимир Рабинович. Господа, нужно Казахстан сейчас поддержать. Каток пропаганды начал их давить. Да, Владимир Рабинович, обязательно поддержим. Кого, как не наших братьев казахов мы поддержим. Ничего ж себе. А я, может, что-то пропустил. Я просто выключаюсь иногда из информационного поля и могу что-то не упустить. Раненый зверь. К сожалению, мы живем в мире, где кто силен, тот и прав. Правда в этом есть. Не всегда, но в этом правда то, что ты говоришь, конечно же, есть. Ичкерия не Россия. Аслан, раз уж мы можем поговорить про Афганистан, скажите мне, что вы думаете про паншеров? Если не в курсе, кто эти говорят, что паншеры выйдут против Талибана. Я не знаю, если честно, про паншера. Я читал про сына одного из этого Масуда, Шаха Масуда, да, по-моему, Ахмад Шах Масуда сына, что вот они что-то мутят. Но я не знаю, не знаю.
Афганистан, Талибан — это далеко. Мы Европа, у нас демократическое правовое государство, и нам нужно больше внимания уделять вот этой теме. И сегодня мы как раз уделим внимание именно этой теме. Итак, друзья, я вам хочу рассказать про историю, которая случилась в 91 году. В 91-м, давайте начнем. Это очень интересно на самом деле. Это прямо вяжется с историей становления Чеченской Республики Ичкерия. Поэтому важно будет узнать просто хотя бы в общих чертах. Потому что все детали я, конечно же, сейчас вам не расскажу, но в общих чертах можно рассказать. Итак, 1990 год, за год где-то до этого ГКЧП, который произошел в августе 1991 года, с 19 по 21 вот в этих числах августа, так и называется одна программа была 3 дня и 2 ночи, когда разваливался СССР и появлялись новые государства. Итак, к 90-му году Советский Союз подошел просто обнищавший, униженный, опущенный и вообще в неприглядном виде он подошел к этому 90-му году. Не было еды, не было водки, не было сигарет, которых так не хватает советскому человеку. И были большие очереди везде и всюду. И в 90-м году было принят ряд судьбоносных документов, которые разрешали всем автономным и союзным республикам, которые уравнялись в правах, то есть справедливость была полная. Причем одним из авторов этого закона, лоббировавших этот закон, считается Сахаров. И много людей было заинтересовано, много людей искренне верили в демократию, верили в права человека и ненавидели искренне вот тот тоталитарный советский режим, который был установлен на протяжении 70 лет. В 1986 году Горбачев начал перестройку, изменение государства, потому что социалистическая экономика, она потерпела полный крах, фиаско. Несмотря на то, что люди заставлялись, много миллионов людей погибло, строя непонятные какие-то БАМы, какие-то Беломор-каналы и так далее, вкладывались огромные деньги со всего социалистического лагеря, так называемого, Венгрия, Чехословакия, ГДР, Польша и так далее, не считая те республики, 15 республик и другие республики, которые входили, 15 союзных республик, 14 союзных, включая РСФСР, 15, и автономные республики, с которых качались все недра вот в эту великую Россиюшку. И несмотря на это, наступил коллапс, который скоро наступит в России. Очень на это надеемся. И нужно было что-то менять. Нужно было как-то выходить из этого положения, потому что люди уже голодали и очень боялись, верхушка Советского Союза боялись, что их могут поднять по старой русской традиции на вилы. И Горбачев в 1986 году начал перестройку. Вывели войска из Афганистана. Это было намного позорнее, чем сейчас хотят представить выход американцев, которые договорились с талибами, оставили им вооружение, спокойно сейчас вывозят своих людей, которых работали на них, которые
являются их гражданами, спокойно выводят, талибам предъявляются документы, что они работали на американцев или там на союзные войска, или представляются документы как гражданина иностранного государства, и талибы спокойно выпускают. И никакой паники, никакого бегства, конечно же, у американцев нет. За 1,5 года еще была договоренность, ну и так далее. О чем они договорились, мы уже узнаем в ближайшем будущем. Пока талибы соблюдают договоренность, не убивают американцев и их сторонников, и американцы оставили оружие и вышли. Ну, как-то так. С Советским Союзом все было иначе. Советский Союз погряз в этой войне, убил 1 миллион афганцев, и за ним, за их БТРами и танками не бежали афганцы, как бежали за американским самолетом «Геркулес». И вот настала такая ситуация, что что-то нужно было делать, что-то нужно было изменить. СССР обанкротился. Полный крах. И у меня 2 версии по тому, что случилось. Одна из них, вот у меня он так и озаглавлен, наш сегодняшний стрим, это борьба, схватка идейных людоедов в лице Янаева, Бакланова, Крючкова, председателя КГБ СССР. И вторая — это алчная часть людоедов из той же КГБ, из этой банды, террористической, фашистской банды КГБ, которая была вот на стороне Ельцин и все остальные. И вот у меня 2 версии по этому поводу. Действующих лиц мы все увидели. Это был Янаев, Бакланов, Крючков, Павлов, Пугов, Стародубцев, Тизиков и Язов, бывший министр обороны СССР. Ну, на тот момент министр обороны СССР. Вот эти люди выступили, блокировали президента СССР и председателя коммунистической партии ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева в Крыму, где он отдыхал. Он там был блокирован, как сообщается. На самом деле, может, опять же, повторяюсь, может быть 2 версии. Одна из этих версий: на самом деле произошел раскол между вот этими террористами, и они начали пытаться как-то сохранить вот эту систему. Вторая версия, что более я склонен доверять этой версии, более считать ее логичной, разумной, на мой взгляд, верной, это то, что это была такая договоренность, такая инсценировка. Почему я так считаю? Потому что именно так сейчас происходит инсценировка по другим вещам в самой России, которую я уже наблюдаю, как тогда наблюдал ее Джохар Дудаев. Сегодня мы можем наблюдать то, что происходит. То же самое, возьмем пример Навального. Ельцин представлялся демократом, как сейчас представляется Навальный. И вот те лица, которых я перечислил: Янаев Геннадий Янаев, который был вице-президентом СССР, то есть заместителем президента СССР Горбачева, его первым вице, его вице. И по состоянию здоровья, как они заявили, Горбачев не мог принимать участие дальше в своей работе, Янаев возглавил вот эту группировку. Я считаю, что за Янаевым стоял Крючков, председатель КГБ, который манипулировал и Горбачевым, и Янаевым. И скорее всего, на мой взгляд, произошло следующее. Горбачев был задержан, Янаев, Бакланов, Крючков там, и так далее, все собрались и сделали пресс-конференцию, где были журналисты. Она есть в интернете, это пресс-конференция от этих ГКЧПистов.
И их заявление было следующее. Они сказали, что мы хотим сохранить Советский Союз, нужно переформатирование, нужно как-то сделать так, чтобы страна сохранилась. Была другая группа во главе с Ельцин, который вышел вперед. За Ельциным стоял Собчак, Путин, Патрушев и другие бандиты и террористы, которых мы сегодня видим у власти. Так вот, тогда произошло то, что Горбачев задержан, старые коммунисты и КГБшники делают вид, на мой взгляд, что пытаются сохранить или делают такую неуверенную попытку, которых Крючков, Владимир Крючков, председатель КГБ СССР, ими манипулирует и управляет. И они делают заявление. И в этот момент Горбачева нет. Горбачев изолирован все эти дни, несколько дней. В этот момент появляется Ельцин, который заявляет, что мы выбираем демократический путь развития. Старый советский номенклатурщик, старый ГБшный стукач, председатель Свердловской области, простых людей туда не назначили бы, не какой-нибудь простой человек из народа, а старый коммунист выходит, кладет свой партбилет и говорит: я выхожу из коммунистической партии. И он начинает возглавлять демократическое движение за свободу. За свободу. А таких людей, и особенно в разных республиках, в 90-м году, на момент уже этого ГКЧП, государственный ГКЧП расшифровывается как Государственный комитет чрезвычайного положения. Уже страны Балтии объявили о своем суверенитете. Через какое-то время Чеченская республика, Ичкерия объявила, ну и так далее, и так далее. Начали все выходить. К тому времени уже многие уже готовы. И этот процесс нужно возглавить. Очень много честных, искренних людей, которые борются за свои права на местах в разных республиках, в том числе и в РСФСР, в России. Их нужно как-то было возглавить. И появился вот такой демократ Ельцин, который поднялся на танк и сказал, что мы за демократию и так далее. Но было одно но. Нужна была поддержка американцев. И все это делалось вообще на то, чтобы обмануть Запад и Америку. Потом уже Ельцин полетит в Вашингтон, выступит в Сенате и скажет: Господи, благослови Америку. И после того, как он это сказал, американцы простят КГБшникам все их преступления, все их убийства, все их теракты, все зло, которое есть. Никаких судов, никаких преследований КГБшников мы так и не увидели. Достаточно было КГБшнику сказать, что Господи, благослови Америку, и все. И подумали, ну все, красный медведь упал на колени, можно прощать. Но это обычный трюк вот этих гибнюков, которые легко могут встать на колени, умолять, слезно умолять. Ничего у них нет зазорного в этом. Главное добиться своей цели. И вот таким вот образом произошла вот эта революция. Когда ГКЧП, страна разделилась, страна, громко сказано, номенклатура, возглавляемая КГБшниками, разделилась на две части. Одна часть в союзных республиках, автономных республиках, которые были уравнены в правах союзными, и вообще Чеченская республика ничем не хуже других республик, чтобы ее делать на статус ниже и делать ее автономной. И вообще я не считаю, что Чеченская республика должна была быть вообще какой-нибудь автономией кого-либо, когда-либо. Но это другая история. И в это время, возвращаясь в Чеченскую республику, могу сказать, что чеченцы, Шамиль Басаев, в том числе Джохар Дудаев и другие наши герои,
основатели, восстановители нашей государственности поддержали Ельцина и демократов. Ельцина, потому что он возглавил этот процесс, и все телевидения, все пропагандисты, опять же КГБшные, представляли Ельцина, как сейчас представляют все Навального. Запад устроил Ельцин, как сейчас устраивает Навальный. Одна проблема: Навальный и Ельцин не устраивает русских. И что сделал Ельцин для русских, мы все видели. Вторая проблема: это и нас он не устраивает, потому что ничего не изменилось. КГБшники остались у власти, и у нас началась кровопролитная жестокая война, начатая вот этим Ельциным и той гибней, которая его окружала. В итоге ГКЧП победил. Как только ГКЧП проиграл, демократы выиграли, Джохар Дудаев, на которого делалась в Москве ставка, это был генерал советской армии, от этого никуда не деться, это никому не секрет, ни для кого не секрет. Была надежда, что Джохар Дудаев возглавит Чечено-Ингушскую республику, уже к тому времени без автономности, советскости, социалистической, просто ЧИР она называлась, Чечено-Ингушская республика. И была надежда, что снова Чечено-Ингушская республика войдет в состав уже нового обновленного государства, так как 12 июня 1990 года РСФСР приняла уже свою декларацию о независимости. Уже РСФСР вышла из СССР и стала независимым таким государством. Также последовали и все другие республики, союзные, автономные. И Завгаев, тогда являвшийся представителем коммунистов, коммунистической партии, поддержал ГКЧП, и это стало его роковой ошибкой, и он, конечно, вылетел оттуда. Выиграли демократы. В Чеченской республике выиграли демократы, которых представляли Джохар Дудаев, которых представлял Джохар Дудаев и его товарищи. Вот вкратце, вот если рассказать, то ситуация произошла вот такая. Не выдержав экономической конкуренции, продовольствия, практически уже наступил голод в СССР. Москва еще как-то кормилась, но все остальные уже регионы уже все подыхали с голода. В прямом смысле этого слова умирали с голода. Уже наступал практически голод. Да? Были в тяжелейшем положении экономическом и продовольственном. И американцы поддержали демократов. Как? Да, хитро. Начали им гуманитарную помощь, там ножки Буша, если вы помните, назывались они окорочка, которые нам прислали американцы. Потом, когда прошло какое-то время, эти окорочка уже у русских появилось чуть-чуть что покушать, их уже пустили в разные международные экономические институты, и у них дела начали налаживаться, они начали говорить, что нас американцы кормили окорочка, которые вредны для здоровья. Умереть с голоду не вредно им было, а вот то, что им окорочка, это не самое лучшее мясо нам присылалось, вот эти окорочка, это отбросы нам присылаются. Я это все читал, наблюдал, вот это все уже потом, уже в 95-м, 6-м годах я это все и в газетах видел, и читал, и слышал от разных там русских патриотов. И вот таким образом фактически накопленные за 70 лет имущество советским народом было разделено между кучкой гибнюков в Грузии, Шеварднадзе и другие, в Украине, в Казахстане, до сих пор сейчас Назарбаев у власти, Таджикистан, Узбекистан, и все управлялись гибней, и все они вот
каждый на своей территории завладели всем то, что имелось. Вот они всем этим завладели. Сегодня мы видим, кто был тогда теми действующими лицами. Это Путин, это Патрушев и другие люди, которые вокруг них собрались. И много людей, которые им помогали. Сейчас я вам покажу одно видео 91 года, где Путин смотрит сам на себя и общается с журналистом. Давайте посмотрим, что он там говорит. Минутку вашего внимания. Еще настоял, мы успели ее снять. Вот. Но вот когда сейчас я слежу на основную съемку с вами, то ее не оказалось. Значит, вот что случилось. Затрудняюсь ответить, что случилось, потому что это, видимо, сделал кто-то из моих помощников. Куда она делась, мне, признаться, неведомо. Но ведомо то, что здесь были портреты создателя СССР. Я чуть объясню ситуацию, чтобы вам все не показывать. Ранее, когда журналист зашел и увидел портрет Ленина, и мельком он даже успел заснять, он говорит, и вышел, и когда вернулся, уже портрета не было. И он задает вопрос, а где портрет Ленина? У вас же он висел. На минутку, это то, что выдает этих людей. Портрет Ленина, они как бы выступают за демократию против марксизма-ленинизма, а тут висит портрет Ленина. Значит, не идейно они выступают против Ленина, если они его не убрали, этот портрет, а значит, это была всего лишь имитация. И когда журналисты это заметили, они быстро его убрали, и сейчас Путин, как обычно, мы тогда еще не знали Путина, но он еще тогда все время врал. И вот он врет и говорит, что он это не видел, а кто-то там из его помощников что-то там сделал. Они были сняты. Но я должен вам сказать следующее. Я отношусь к этому спокойно. Так? Есть они, нету этих портретов или статуэток. Я исхожу из того, что вообще нужно относиться к истории как к тому, что было. И этого не вычеркнуть из нашей истории. Если же вас интересует мое отношение к этому человеку и к тому учению, которое он ярко представлял, то я бы сказал так, что был период времени в моей жизни, когда я с интересом относился к учению марксизма-ленинизма, много читал, так, и с интересом читал, находил это чтиво интересным, логичным часто. Так. Ну, действительно... Ну, как все мы. Да, как все мы. Но по мере, так сказать, взросления, что ли, так, возмужания, для меня становилось все более и более очевидной истина, что все это не более чем красивая и вредная сказка. Вредная, потому что осуществление или попытка проведения ее в жизни в нашей стране нанесла последний огромный ущерб. И в этой связи мне бы хотелось два слова сказать о той трагедии, которую мы переживаем сегодня, а именно трагедии распада нашего государства. А иначе как трагедии это не назовешь. Я думаю, что как раз деятели октября 2017 года заложили мину замедленного действия под это здание. Под здание унитарного государства, которое называлось Россией. И что они сделали? Они разбили наше Отечество на отдельные княжества, которые раньше на карте земного шара и не фигурировали вообще. Наделили эти княжества правительствами и парламентами, так? А теперь мы имеем то, что имеем. Но это с одной стороны. С другой стороны, они уничтожили то, что стягивает. Вы поняли, да, что он говорит? Он говорит, они создали государство, и там появились какие-то свое управления. То есть он даже против этого. Это самый настоящий имперец и фашист. Он просто понимает, что учение марксизма-ленинизма, оно не имеет перспективы и будущего. Даже несмотря на такие колоссальные жертвы, через 70 лет, просто опозорившись на весь мир, вот это все учение, оно развалилось к чертовой матери. И, ну, при всем при этом, Путина, вот эта трагедия развала страны Советского Союза, она ее затрагивает. И вот почему мой стрим я озаглавил «Людоеды». И те, и эти. Просто те были идейные, если они были по-настоящему. А эти были алчные, которые хотели вот накопленное за 70 лет прибрать к своим рукам.
Потому что тогда в Советском Союзе не было частной собственности, и все принадлежало государству. И все наши отцы и деды работали на то, чтобы сейчас Абрамовичи, Дерипаски, Путины, и всякие там Ротенберги и другие мерзавцы с Алишерами Усмановыми захватили все эти недра. Это только такие карманные миллиардеры, которые в любой момент по требованию конторы отдадут все. Но при всем при этом контора забрала все. Она убивала нас на протяжении 70 лет, в том числе и вас, русские. Больше, наверное, кого-либо. Хотя в процентном соотношении убили нас больше. Но, наверное, вы, русские, на втором месте после нас в процентном соотношении по убийству, по казням, репрессиям и так далее. И вот это все забрала какая-то кучка бандитов из ФСБ и там других силовых органов. Не разделили между людьми, как это должно было быть по справедливости, как говорили о какой-то приватизации и так далее. Нет, забрали себе. Вначале забрали основное, а потом уже потихонечку забрали и то, что кто-то успел перехватить. За это же, конечно же, американцы, англичане и другие европейцы получали хорошие контракты. И они были рады обманываться. Их обманывали. Они были рады обманываться. Потому что получают хорошие дивиденды, хороший профит получался с этого ГГБшного передела собственности. Единственный, кто остался во всем этом минусе, это граждане Советского Союза. Все, которые проживали там. Кто-то больше пострадал, кто-то меньше. Мы, чеченцы, пострадали больше всех от этого развала, вот этой фашистской тюрьмы народов. Давайте дальше послушаем. Народы цивилизованных стран, а именно уничтожили рыночные отношения. Уничтожили рынок как таковой, зарождающийся капитализм. И единственное, что они сделали, и чем держали страну в составе общих границ, это колючая проволока. Как только эта колючая проволока была убрана, так распалась и страна. И я думаю, что в значительной степени, конечно, это вина этих людей. Хотели они этого или нет? Я думаю, что не хотели. Так? Но объективно они сыграли вот такую негативную роль. Ну, короче говоря, этого ублюдка мы больше смотреть не будем. Пойдемте дальше. Далее. Горбачев вернулся 23 августа из своего заточения. И давайте посмотрим буквально 2-3 минутки возвращения Горбачева. И потом уже продолжим. И я вам еще одно видео покажу, как Ельцин спасает КГБ. Это тоже очень важный исторический документ. Вместе с российской парламентской делегацией вернулся президент нашей страны Михаил Сергеевич Горбачев. Это авантюра. Я ее отверг, когда ко мне приявились эмиссары с предложением поддержать эту авантюру. И сказал, что это погубит их и страну. Ходит много слухов о 3 августовских днях пребывания президента и его семьи в Форосе. Все, что мы сделали после 1985 года, уже дало свои реальные плоды. Общество, люди наши стали другими, и это было главным препятствием на пути этой авантюры, на которых встали группы лиц. И она с самого начала, я еще скажу об этом, общество должно знать, весь мир должен знать, что тут затевалось. Но состояние президента и его близких в ту ночь в аэропорту Внуково сомнению не подлежит. Это было состояние людей, переживших жизненную трагедию. То, что пытались сделать с президентом в эти дни, с его семьей, когда 72 часа обложили его войсками на море и на суше и хотели сломить его,
ничего не получилось. Но это часть вопроса. Вторая часть вопроса. Я выражаю признательность советским людям. Я выражаю признательность за принципиальную позицию россиянам, президенту России Борису Николаевичу Ельцину, Верховному Совету Российской Федерации, всем депутатам, всем трудовым коллективам. Я оказался отрезанным. По сути дела, здесь мы держали, так сказать, фронт почти четверо суток. Охрана, которая до конца оказалась со мной, преданной, она взяла и дачу, и вокруг нее ближайшие, насколько у нас хватало сил, здесь соединились с семьей и держали этот фронт. А были попытки силового давления на вас? Ничего нет. Только я был отключен, лишен связи, море перекрыто кораблями, вокруг войска были, в общем, полная изоляция абсолютно. Скажите, а составлял комитет? Я действовал и в этих условиях, доводил через всех, кто тут был, с той стороны, так сказать, свои требования. Постоянно и регулярно в течение каждого дня. И пришлось все сделать. В команде, в моей охране было до указания. Так, далее. Происходит событие, пока нет Горбачева, ГКЧП пытается как бы сохранить и по-новому начать. Ельцин управлять страной. Ельцин пытается возглавить вот это большое, сильное накопление с большой поддержкой Запада, Америки, Европы, Англии. Вот этих демократических процессов, которые происходят. И в этот момент все знают, кто враг. Все прекрасно знают. И кто стоит за ГКЧП. Это Крючков Владимир. Такой на маньяка. Знаете, два человека, я знаю, похожих на Чикатило. Это, наверное, родственники. По-другому это никак не объяснить. Это Крючков. И Митюков есть такой. О нем я сегодня тоже поговорю. Это один из юристов, который закладывал войну Чеченской Республики. Наравне он был заместителем Ивана Рыбкина, председателя Государственной Думы. И Митюков был его по юридическим вопросам главным человеком, там, который начинал, который подготавливал документацию, фундамент закладывал против независимой войны, против независимой Чеченской Республики Ичкерия. О нем говорит Джохар Дудаев. Это тоже я сегодня еще вам чуть-чуть скажу. А теперь я хочу рассказать по то, как КГБ спасал Ельцина. Давайте посмотрим. 23 августа Ельцин вышел к зданию. Народ собрался, люди вышли, люди почувствовали свободу. И знаете, важно было не пролить кровь. КГБшникам важно было сделать это малой кровью, чтобы на Западе новая власть, она принимается, чтобы она была принимаемой. Вот если вы проливаете кровь, если вы какой-нибудь кровожадный режим, то Запад, считает, что ему нельзя сотрудничать с этим режимом. Хотя иногда можно, как выясняется. Но вот происходит следующая ситуация. Народ стоит на Лубянской площади. Туда приезжает Ельцин, выходит и, внимание, как Ельцин спасает КГБ. Это везут памятник их богу, этому Феликсу Дзержинскому, одному основателю вот этого ЧК, КГБ, ФСБ и так далее. Триколор появляется уже так открыто, все жаждут вот этот российский флаг, что это демократия и так далее. Потом очень долго российская пропаганда, российские вот эти пропагандоны, слово само демократ, демократия пытались принизить, унизить, дискредитировать это слово. Им это удалось, потому что КГБшники разграбляли всю страну, а демократы выступали те, которые привели ее к этому. И все виновные получались демократы, кто бы там ни был. Хотя нужно отметить, что демократы
тоже не оставались, по большей части, не оставались в стороне и принимали наравне с КГБшниками усиленное участие в разграблении накоплений Советского Союза. Председателем КГБ назначен Бакатин Вадим Викторович. И соблюдать спокойствие и приступить к работе. Все, спасибо. Слышите, назначен Бакатин, ну, это человек, который народом поддерживается, и все, на этом все, КГБ не трогаем, говорит Ельцин. Смотрите. Я прошу, чтобы прямо сейчас перед моими глазами вы разошлись. Слышите? Я прошу разойтись. Разойтись он бросит. Хорошо, я уйду, тогда вы расходитесь. Я уйду, потом вы расходитесь. Вы видели, что говорит? То же самое сделает Навальный. То же самое произойдет, когда этот человек придет, он скажет, нет, КГБ не трогаем, и тоже он объяснит, что вот надо, прольется кровь и так далее. Если КГБ не будет люстрировано, если не будут наказаны все преступления, во-первых, осуждены, проведены открытые расследования, слушания, и потом осуждены главные преступники, и не будет проведена люстрация, а без Запада, из Америки это сделать будет невозможно, то ничего в России не изменится. Никогда русские не станут свободными и нормально жить. У них не будет никакого уверенности в завтрашнем дне, если не произойдет то, что нужно сделать с КГБ. Давайте еще раз посмотрим. Председателем КГБ назначен Бакатин Вадим Викторович. И соблюдать спокойствие и приступить к работе. Все, спасибо, самого доброго вам. Коридор! Я прошу, чтобы прямо сейчас перед моими глазами вы разошлись. Перед его глазами все разойдитесь. Видите, сзади вот здесь написано «бесы». Это он вошел на то место, где был памятник этому самому Феликсу Дзержинскому. На этом рисуется немецкая вот эта фашистская свастика, нацистская свастика, крест этот. Рисуются везде бесы, палачи, убийцы, люди просто негодуют просто. И выходит тот лидер, которого сделали средства массовой информации, который перехватывает инициативу, старый КГБшник, руководитель Свердловской области, который вовремя просто вынул партбилет и сказал, что он не коммунист, и он теперь ярый такой демократ. И теперь любой, кто пойдет против того, что говорит Ельцин, он считается провокатором. Ельцин же сказал, как лидер, не выходить, не сносить. А в это время, пока вот эта толпа на площади, пока люди ликуют, КГБшники усиленно сжигают документы, перешуганы до смерти, потому что они трусливые крысы. Вот и все, кто они есть. Да, когда у них есть власть, и они могут сделать с вами все, что угодно, тогда вы подумаете, что это самые смелые и самые такие великие люди на земле. Но стоит у них забрать эту власть, оказаться в не очень хорошей обстановке, и все, они будут самые большие крысы на этой земле. Давайте посмотрим. Я прошу разойтись. Хорошо, я уйду, тогда вы расходитесь. Я уйду, и тогда вы уходите. Вот, он прямо напротив здания КГБ стоял. Это Лебединое озеро крутилось. И вот два главных победителя. Хасбулатов поддержал Ельцина, чеченцы поддержали тогда Хасбулатова и Ельцина, и в том числе Шамиль Басаев защищали Белый дом. Вот как-то так, вот как-то так. Так, что я вам еще хотел рассказать?
Поняли, да? Я, может быть, не совсем все рассказал в хронологическом порядке, но я думаю, просто мысль, которую я хотел вам донести, я думаю, вы ее поняли. Так. Вы тут, смотрю, очень много всего мне пишете. Сейчас я дождусь, пока закончится вот этот бег комментариев, и начну с самого последнего комментария. Так, не знаю, что тут происходит, но вот комментарии бегут вверх, вверх, вверх. Что такое? Все, вроде закончить. Ичкерия Форева. Думаю, что русским это все пофиг. Важно, что раньше за среднюю зарплату можно было купить меньше бутылок, чем за нынешнюю. Да, это правда. Митюкова оказывался его. О Митюкове говорил Джахар. Да, Хамзат Гилаев. О Митюкове говорил, я вам тоже его сегодня представлю. Вы просто будете поражены его. Он, кстати, есть на фотографии, на превью к этому видео. Есть его неприятнейшая рожа. Этом. Амир Азиев говорит, что я тоже похож на Чикатило. Амир Азиев, интересно, что тебя задело, когда я сравнил Крючкова и кого я еще назвал? Два человека у меня было, Крючкова и Митюков. Кого тебя больше, Крючкова тебя задел, да, или Митюкова тебя задело, что я тоже похож на Чикатило? Эй, да. То есть, Исаак Шмуляевич, давай открыто говорить, Америка была на чеченцев, как и всему Западу, такое отношение до сегодня. То есть, ну, не совсем так, как ты говоришь. Если бы Америка нас оставила бы с самого начала, так как она оставила нас потом в конце, в 2001-2002 году, то, поверь бы, мы бы не оказали бы, не смогли бы заключить договор о мире с русскими. Этот документ очень важен для международных организаций, хотя для русских он, конечно же, ничего не представляет. Так, давайте почитаем еще ваш комментарий. Фриман антипутинизм. Внимание, Гибнявы и их приспешники шастают по каналам своими комментариями, проповедуя молодежи основы радикального ислама. Да, это так. Именно так. Именно так. 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 Дмитрий Аксенов. Я тогда 30 лет назад чуть не поехал защищать Белый дом. Мне было 17 лет. Дмитрий, много кто поехал тогда. Хотя не так уж и много было. Но когда уже потом все свершилось. И народ понял, что все-таки победа уже за нами, как говорится. Вот тогда народ вывалил на улицу. А в начале, ну, не так уж и много было людей, которые поддерживали. Потому что не верили. Не верили. Так. Так. Аслан Вольф говорит. Аслан, после того, как оставляю свой комментарий под твоим видео, они удаляются. Быстро это ты или не ты? Я думаю по-разному, но у тебя так какие-то хулиганы модельку заполучили, хулиганят.
Нет, это не я удаляю, и никто из моих модераторов тоже не удаляет. Это вот такие странности происходят. Давно, сейчас уже несколько дней, уже может быть пару недель, может вот так где-то во времени, канал чуть-чуть отпустили и вроде его так особо не дергают. Но вот сейчас ты первый, кто говорит после того, что пропадают комментарии. Так. Прихвостни оккупантов, предатель, тут топят за шариат в Ичкерии после деоккупации. Фриман антипутинизм. Я думаю, что если они хотят шариат, они хотят изменить, не так будем говорить, да, чтобы у них не было возможности манипулировать, да, передергивание фактора. Это такая любимая привычка у этих провокаторов и лжецов, передергивать, что ты говоришь, выставлять себя большими мусульманами, чем они есть на самом деле. И нас выставлять вообще не мусульманами, да, фактически нас предавать анафеме. Если же такая вот ситуация, и они хотят изменить конституционный наш строй, то как минимум они должны быть подкованы в этом. Они должны знать, как менять конституционный строй. Не будут же они приглашать там саудовских или афганских людей, которые будут управлять нами. Да? Они же сами должны в этом разбираться. Поэтому я всем советовал и посоветовал, собирайтесь, едьте сейчас в Афганистан. Мне сразу начали говорить, ты призываешь, там один провокатор у меня пишет, ты призываешь всех уехать, присоединиться к Талибан, типа к террористической организации и так далее. Нет, я не призываю. Когда 20 лет там находились американцы, и талибы тише воды и ниже, вот эти последние талибы, которые сейчас к власти пришли, сидели ниже воды и тише травы, вот эти люди не ездили туда. Не ездили. И я их не призывал туда ехать. Потому что там была война. Теперь они у власти. Поезжайте. Вот все, кто в Европе, вы строите шариат, все туда уезжайте. Наберитесь опыта. Посмотрите, как они строят. И потом уже в открытом уже диалоге сядем и мы обсудим свою стратегию. У нас есть конституция, у нас есть государство. А вы принесете свое и мы посмотрим. Вот для чего я говорю. Поезжайте. Все, кто хочет шариат, езжайте. Все. Свободная, прекрасная страна Афганистан зовет вас. Вперед. Но это же лицемерие, что вы говорите. Вы здесь получаете образование, вы здесь получаете лучшую медицину, лучшие условия. А нам вы хотите построить то, что Афганистан вы не хотите. То, что вы никуда вы не хотите. За что вы так не любите свой народ? За что вы не любите так свою страну? Когда была война и нужно было умереть, вас там не было. По большей части. Вы некоторые были, служили, кто в электросвязи служил, кто служил там в российских чиновниках. Вот у нас здесь в Гамбурге там есть люди, которые кто-то в ямадаевских бандах служил, кто-то там в других кадыровских бандах служил. Но теперь с большими бородами и хотят только лишь шариат. Вы понимаете вообще, у вас как-то причинно-следственная связь, что-нибудь происходит у вас в голове? Не знаю, топите за кого хотите. Так, пойдемте дальше. Аслан, в твоем родовом селе сгорели дома. В чем причина? Исаак Шмулевич. Я не знаю, в чем причина. В том населенном пункте, откуда я родом, был пожар, сгорело несколько домов. Я видел в WhatsApp, раскидывались видео. И я не знаю, в чем причина. Дал дикан смехту от дуэль им док зъеду и йох уроню. Дал дикан смехту от дуэль. Света Светин, у вас
презентабельная внешность. Это многих раздражает. Я вам это говорю по-доброму, на правах старшей сестры. Почему презентабельное, Света, должно раздражать? Может, наоборот, мы не презентабельно хотели сказать. Может, но презентабельная же, наоборот, должна не раздражать, мне кажется. Хамзат Гилаев. Чикатило убил 56 людей. Путин сотни тысяч. Кто из них круче маньяк? Бесспорно, конечно же, Путин и КГБ. Бесспорно. Просто внешность, я имел в виду, напоминает мне Митюкова и этого Крючкова. Аслан, я был очевидцем и участником тех событий в ЧССР. Верховный Совет разогнали, в общем, много чего было в те годы. Да, но что, было бы интересно, если бы вы, те участники, вот сейчас я пытаюсь какую-то хронологию сегодняшних событий сохранить. И я думаю, то же самое я делаю у себя в Инстаграм, тоже делаю я у себя в Фейсбук и на YouTube канале. Пытаюсь все, что связано с событиями, касающимися так или иначе Чеченской Республики и нашего народа, нашей нации, как-то сохранить это, чтобы в каком-то хронологическом порядке все это осталось. Было бы хорошо, если бы вы, участники тех событий, которые помнят много моментов, а вас здесь много, я знаю, и здесь в Европе, и у меня на канале, если бы вы как-нибудь объединились и вот составили бы все это, было бы очень ценно. Как свидетели, как очевидцы этих событий, было бы очень ценно. Я думаю, через какое-то время то, что мы сегодня делаем, оно тоже будет для кого-то, да, через 20 лет, 30 лет представлять какую-то полезную информацию, какую-то ценность. Ичкерия Форео. Да, говорители за шариат непременно переобуются. Это уже видно. Вот и я об этом же. Мы же не против того, чтобы у нас не были шариатские суды, чтобы у нас не было полностью отдано, чтобы было полностью отдано шариатское управление, семейное право. Семейное, то, что происходит в этом вопросе. И некоторые другие детали. Например, я за то, чтобы в Уголовном кодексе Чеченской Республики, демократической, правовой Чеченской Республики Ичкерия, в Уголовном кодексе предусматривалось, если мы не сможем отменить полностью смертную казнь на замену на пожизненное лишение свободы за особо тяжкие преступления, я за то, чтобы принцип прощения убийцы ближайшими родственниками убитого, принцип, который заложен в шариате, это очень гуманный принцип. Мы об этих принципах говорим. Я за то, чтобы этот принцип обязательно у нас нашел свое отражение в нашем уголовном законодательстве. Обязательном порядке. Ну, строить, знаете, шариат говорят, просто речь идет о том, чтобы не в этом цивилизованном 21 веке, цивилизованном мире продвинуть наше государство. Не о том, чтобы ущемить мусульман там, и так далее. Дело ведь не в бороде, дело ведь не в словах, которые вы говорите, а дело в делах, правовых аспектах вот всего этого момента. Это трудно объяснить людям, которые не понимают, что такое само государство, как устроен мир вообще, международное право, международные институты. Очень сложно это объяснить человеку, который этого не понимает. Но с другой стороны, есть другие, которые упрощают все, как когда-то большевики упрощали. Вот сейчас видели, Путин говорит, что невозможно марксизм-ленинизм, марксизм, который Ленин привез и начал его использовать на русских, на советских, на нас всех, скажем так, на наших отцах, дедах и так далее, что он не жизнеспособен. Понимаете? Вот то же самое есть то, что было 1400 лет назад, оно должно быть сегодняшним реалиям изменено. И демократия
Демократос – это народовластие. Это значит, власть принадлежит народу. И все. Вы говорите, да, вся власть от Бога. Мы все родились и умрем, и все мы принадлежим Богу и вернемся к Богу. Да? И мы это все, верующие люди в это верят. И христиане в это верят, и иудеи верят, и мы, мусульмане, в это тоже верим. Дело ведь не в том, что мы против выступаем, мусульман и так далее. Мы за то, чтобы наша страна, во-первых, получила гарантии безопасности, а внутри страны мы будем исповедовать религию и разрешать другим религиям исповедовать. Не скатываться в средневековье, в которое скатился Талибан. Ну к чему привел, посмотрите, этот Афганистан, вот это движение Талибан. Организованное, управляемое, подпитываемое пакистанскими спецслужбами. Теми самыми пакистанскими спецслужбами, которые и нас хотят туда же ввергнуть. Понимаете? Вот о чем речь идет. А не о том, что мы какие-то противники мусульман, мы какие-то там атеисты, мы там какие-то там каратисты и так далее. Нет, это вы себя выставляете пособниками какого-то там террористического Талибана. Какая вам разница, что происходит в Афганистане? Сперва о себе подумайте, создайте свое государство, освободите свое государство. У нас оно есть, и никому мы не позволим менять конституцию, строй. Понимаете? Это решение народа, и только народ это может изменить. Не обманом там придут какая-нибудь удуговщина, или там, кто там у них другие там эти, и они нам начнут рассказывать, что вот там мы должны, и как большевики обманом землю рабочим, землю крестьянам, заводы рабочим, фабрики рабочим, и все. И все люди, о, класс, так и заживем. Нет, так, не так это все, намного все сложнее. Во-первых, нам нужно выучиться, нам нужно получить образование, понятие этого всего, понять это все. И только после этого там потихоньку вводить любые, даже маломальские какие-то законы. И все. А внутри государства религия и государство должны быть разделены. Это просто четкое и правило, которое исповедуйте любую религию или не исповедуйте вообще никакую, если хотите, религию. Но государство и религия – это отдельно. Религия, она свободна. Она не лезет в политику, она занимается лечением душ. А государство обустраивает, заботится о пенсионерах, заботится о безопасности государства. И в том числе именно этих верующих. И государство не имеет права лезть в религию и заниматься вот этими вопросами. Вот о чем. И когда ты начинаешь что-то объяснять тебе, ты за шариат или против? И все, и с тобой больше никто не разговаривает. Да подожди, дай я тебе объясню. Нет, ты за шариат или против? Да ты провокатор в таком случае, если ты такие вещи говоришь. Ты больше мусульманин, что ты делаешь для того, что... Я, например, вот здесь сижу, пытаюсь что-то донести. Что делаешь ты? Аноним, который там пишет и возмущаешься. Ничего, езжает там Талибан, поживи, посмотри, там войны нет. Это не Сирия, где вас будут там грузовик загружать и посылать под там дроны или артобстрелы, и будут там массово погибать. Нет, это все, поехали, одели свои вот эти чурбаны, и там нормально, отлично поживете, посмотрите, понаслаждаетесь новой жизнью. Вот, сравните с европейской медициной, сравните с другими делами. Ну и все, а потом уже скажете. А так сидеть, это же самое настоящее лицемерие. Почему у тебя нет бороды, вы мне говорите? Борода – это самое последнее, что должно быть у мусульманина перед тем, в каком положении мы сейчас находимся. Вы поедьте туда, оставьте бороду, едьте туда. И все, как мне тут один комментарий писал, говорит, вы здесь в Европе, или в Фейсбуке это было, с бородами ходите, показывать европейцам, как бороды мусульмане должны носить.
И все, вся ваша борода. Вот открытый, чистый шариат, который вы все поддерживаете. Вперед! Гурмадачу, ни один из вас не уедет. Ни один. Ну, может, там, единицы, может, и поедут. Но в основном же вы не уедете. После этого просто не заикайтесь больше ни о чем. Мы не афганцы. Мы из маленьких мальчиков для утех себе не берем никогда. У нас нет такой культуры. У нас нет культуры закрывать лицо женщины. Ислам говорит хиджаб, платок полностью. У нас прекрасно есть чеченская национальная одежда. Мы были мусульманами 1000 лет. 1000 лет мы были мусульманами. У нас есть своя культура. Кто не хочет быть чеченцем, вперед. Все остальное лицемерие. Вы говорите, у нас есть конституция, у нас есть закон. Да, наша территория оккупирована. Но если вы будете вот такой бардак разводить, мы не сможем ни с кем договориться. Вы нам мешаете, вы сами себе мешаете. И все, вы не хотите построить такую страну, как Германия или Швейцария? Да, мы там можем исповедовать любую религию. Никто нам не будет запрещать. Мы будем хозяевами. У нас будут свои депутаты, которых мы каждые 5 лет будем избирать. У нас будут свои президенты. Давайте об этом подумаем. Создадим свои партии. Исламская пускай будет партия. Демократическая. Еще какая-нибудь. Зеленые, правые, левые, националистическая. Пускай все будут. Но одно должно быть правило. Мы не должны ни в коем случае покушаться друг на друга, убивать друг друга, бить друг друга, нападать друг на друга. Вот это золотое правило, если мы применяем, мы уже взрослая цивилизованная нация. Если у нас этого нет, то мы дикари. Как те же афганцы, талибы, как те же русские, которые тоже мочат всех своих противников, хотя русские намного умнее ведут себя, хотя хуже, чем эти. Я имею в виду русские, власть русскую. Так что вот такие вот дела. Это долгая, сложная тема, которую нужно, конечно, обсуждать. И я взялся за что, чтобы разъяснять. Я буду это разъяснять. Но мне очень трудно, когда простые вещи не понимают. И понятно, что есть провокаторы. Если кто-то из вас здесь хочет со мной сейчас поговорить, позвоните мне в прямой эфире, поговорим. Да? Но учтите, что Талибан это террористическая признанная организация. И ее сейчас поддерживает главный террорист Путин. И вот сейчас там какой-то там поп ихний там тоже начал его поддерживать. Так что как-то так, друзья. Пойдемте дальше. Фриман антипутин. Стоит только радикалу совершить зло, как его адепты пытаются тотчас же сослаться на его добрые намерения. Да, Вардас Паварда. Я очень уважаю Ночи. Вардас, приветствую, спасибо большое. Дудаевцы, мы же не позволили этому разврату у себя и не будем же устраивать парады, даже если на нас будут давить. Конечно, это все это надуманно. О каких парадах говорят? Посмотрите, в Москве есть эти все клубы. Все руководство России, Путин педофил. Вот он именно вот из этих афганских вот этих тем, это ему нравится. Об этом генерал Калугин рассказывает. Из-за этого Путин не смог дорасти только до майора. И ушел подполковником из КГБ, чтобы ему там дали как на пенсию уходит, ему дали подполковника. Так он получил звание подполковника. О чем вы говорите? Вы сейчас, находясь в России, Путин, Кадыров и другие говорят, вот там какие-то. Это все всегда было. Да, это, у чеченцев это не принято. Я сейчас смотрят не только чеченцев, поэтому у нас даже говорить на эту тему не принято. Вот такое наше общество. Это не только про этих людей не принято говорить. Даже не принято говорить, извините меня, про свою жену у нас не принято говорить. Понимаете?
Мне сейчас 44 года исполнилось. Я вот только сейчас начал садиться перед своим отцом. Имеется в виду, вот если мой отец заходит в комнату, или если он находится в комнате, я встаю и больше не сажусь. Я никогда не ел, вот только я начал с отцом за одним столом кушать. Мы не обсуждаем своих детей, мы не обсуждаем своих жен. Ну, это считается некультурно у нас, это не дикость. И наши жены или там чьи-то жены тоже не обсуждают своих мужей, своих детей. Это такое сложное общество чеченское. И нас это устраивает. Мы этим никого не оскорбляем, никого не задеваем. И попробуйте, скажите нашим женщинам, что нужно, вот ты-то такая-то, и нужно, вот, тебя лишили каких-то прав, ты такая вся забитая, зачуханная, давай мы тебя освободим. Эти женщины сами же на вас первые набросятся, потому что нас воспитывают наши матери. Мне вот 80% всех вот этих чеченских культурных объясняла, ну я приблизительно говорю, мама, основные какие-то там вещи с отцом обсуждаются. Вот такая культура у нас. И вот эти вещи даже обсуждать, да, это всегда было. Вот про то, что вы говорите, это всегда было, и оно есть и в чеченском обществе, и в любом другом обществе. Просто нам сейчас это, у русских это, знаете, почему не легализуется, в России почему вот эта вещь не легализуется? Для того, чтобы, хотя открыты эти клубы существуют, вот в центре на Пушкинской есть это, много этих клубов, много этих вещей есть. Почему? Для того, чтобы, если это сделать легально, это основная тема КГБшников, брать на крючок за эту тему. И если это сделать честно, открыто, что вот да, есть определенный процент людей в обществе такие, то КГБшники не смогут брать людей на крючок. Вот только лишь за этого остается. И среди КГБшников есть эта тема. Везде все это присутствует. А нам из этого делается какая-то основная тема. Я не знаю, никто нас не заставит ничего сделать, если мы этого не захотим. Мы будем хозяева. Наши депутаты, которые заседают в нашем парламенте, они будут принимать законы, которые мы захотим, чтобы приняли. Если какой-либо депутат примет участие, проголосует за закон или выдвинет инициативу вот, о таком-то законе, и нас это не устраивает, мы просто в следующий раз не выберем этого депутата. И все. И на этом все закончится. Так что, друзья, не надо искажать. Не надо искажать. Так, давайте прочитаю. В козла лицемера превращает борода. Отрастить бороду не значит стать благородным мусульманином. Да? Так, давайте дальше. Так, я перемотаю, друзья. Хамзат Гила, ахтам дац адам киетда, тем более, когда половина из них тут. И еще, наверное, нужно иметь, какое-то терпение, какие-то педагогические знания, данные. А я это не специалист. Так, чеченцы, вы народ Ичкерии, говорит Вардас. Да, именно так. Фриман, антипутинизм. У слепой веры злые глаза. Ичкерия Форел, Асан, сейчас тебе подростки из Стрингиза начнут троллить, которые на четвереньках ходят поздравлять маму главного пехотинца Путина. Да пускай троллят, пускай вырежают. Мне уже все равно, если честно. Я просто буду делать свое дело, и мне абсолютно уже по барабану.
что про меня будут говорить, что будут делать. Я знаю, что мы на правильной стороне, да, и все. А то, что я что-то сказал, я где-то ошибся, да, и вообще мой образ жизни, там, как я вел его, там, это сугубо мое личное дело, которое абсолютно не имеет значения, на наше дело никак не повлияет, да. Поэтому они меня-то раньше увидели фото и начали рассказывать, что я там с рэпером сижу. Просто было смешно. Причем галимые просто эти алкашня меня в этом упрекает. Аслан Лорс, Кадыров и Нахабня, враги ислама и государства Нохчи. Да, Аслан Лорс. Ну, многие не понимают. Я надеюсь, поймут. Фриман антипутинист. Большинство бед человечеству приносят религиозные фанатики и радикалы с добрыми намерениями. Да? Так. Амзат Гилаев. Так, это я уже читал. Вилпесен культ, а? Они будут говорить о женщинах, о разных клубах, но о том, как получить знания и разделить его со своим народом, нет. Только сунна и ароматная борода, обмазанная маслами. Да. Так, Гроза. Слава Ичкерии, слава Азербайджана, слава Украине. Героям слава, Гроза. Приветствую. Маждад к нам зашел, Саламашал. Доброго всем вечера. Делер Саламашал. Ой, Маждад. Так, я опять перемотаю. Что-то вы сегодня очень активны. Рэпер, как найти, говорит, мне тоже шли упреки в твой адрес, Аслан. Да, это они могут. Ичкерия, брат, ты сегодня очень злой. Держись, все будет Ичкерия. Машуэль, омиваш. Турпалваш, Машуэль. Нет, я не злой. Я пытаюсь просто... Держись, я пытаюсь просто объяснить людям. Ночь, откуда ты знаешь? Я бы тоже хотел быть на правильной стороне. Ну, будь, определись и будь. Я ненавижу рэп, Вильпесен культ. Я ненавижу рэп, но твой рэп бы я послушал. Не, я сам рэп не пел. Я с рэпером просто в клипе там сидел, и там мне начали там разные упреки. Дудаевцы, талибы, не талибы, без разницы. Те же в любом салафите, сунните или нахшбандите спит талибан, который проснется от первого запаха власти и силы. Да, это тоже опасность такая имеется. Хамзат Гилаев, Аслан, ты не один, нас тысячи с таким же мышлением и принципом, так что не отступать и не сдаваться. Хирамбацу Амзат. Так, Вандас Паварде. Аслан, спасибо, брат, я за вас. Спасибо, Вардас. Талибан идет на Москвабад. Ичкерия. Аслан дальси дуэла, Аслан. Аллах дальси дуэла. Дерес хури Ичкерия. Ха дуэль дальси саваш. Чечня не Россия. Батила в моем сердце. Сперва я Маждаду отговаривал писать Батила там про шариатскую Швецию, потом я понял, что это бесполезно, потом я уже сам начал это говорить. Так, друзья, время пролетело, как же быстро пролетело. Теперь я вам не успею показать про Джохара Дудаева, обязательно дал мулла. Я вам в понедельник. Опять же, будет анонс. Если я так говорю, значит, ждите анонс. Если я
не вывесил за 3 часа, за 5 часов анонса. Если нет, значит, скорее всего, может не быть. А так постараюсь в понедельник провести, в воскресенье, как обычно, на чеченском языке. Итак, я на этом наш стрим хочу закончить, но перед тем, как закончить, я хочу вас познакомить с бостонским роботом Atlas. Сейчас уже роботы, которые в виде собаки, там где-то в шахтах работают, на нефтяных там вышках работают, ну и в других местах усиленно работают. И, к сожалению, город Бостон был омрачен террористическим актом, абсолютно невинные люди были убиты выходцами с наших кровей, они, к большому сожалению. Но речь не об этом, речь о Boston Dynamics, о той компании, которая очень сильно развивается. И есть роботы, которые делают сальто, занимаются паркуром и много чего интересного. И если мы отстанем, мы эти все технологии можем потерять. 10, 20, 30, 50 лет, если мы будем идти в ногу со временем и с цивилизацией, мы наверстаем все. Я верю, мы, чеченцы, очень конкурентоспособны и очень такой мощный народ, скажем так. Не принижая другие народы, конечно же, говорю я это. Поэтому нам нужно развиваться, нам нужно учиться, получать образование. И заканчивая комментарием Ичкерия, скажу: береги себя, брат, Аллах рейс хулилон, ты сегодня злой, можно завтра обед поговорим. Можно, но лучше сегодня, может. Всего самого хорошего, друзья. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Все будет Ичкерия. Всего самого хорошего. До свидания, друзья. Не забудьте посмотреть ролик Boston Dynamics. Сейчас я уберу себя с экрана. Нет. Всего самого хорошего, друзья. И приятного просмотра.